Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Правильное питание – основа жизни, залог крепкого здоровья и долголетия человека. Тема особенно актуальна в праздничные дни, когда всем нам предстоят обильные застолья. Гости студии Лена Багардынова, врач-эндокринолог, диетолог. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое правильное питание? Есть ли различия по климатическим условиям и особенностям региона? Ну, правильное питание – это здоровое питание. То есть питание для поддержания здоровья. Оно должно максимально обеспечивать нас питательными веществами, витаминами, минералами. Да? Некоторые правильное питание понимают как диету на снижение веса. Но это немножко такое искаженное восприятие. На самом деле правильное питание – это вот полноценное здоровое питание считается. Отличия по климатическим особенностям, конечно, имеются. Вы сами, наверное, замечали, что летом нам хочется более легких блюд, да, особо не хочется есть, а зимой, наоборот, чего-то вот плотненького, такого жирного, мясного бывает, да. Это все, конечно, организм наш подстраивается под климат, потому что зимой для того, чтобы поддерживать тепло, нам нужно больше энергии. Ну, мы, которые живут в квартирах, да, особо на улице не работаем, в принципе, можем это не замечать. Но люди на севере, например, да, в районах, которые постоянно на улице работают, вот у них резко увеличивается энергетическая потребность, потребность в белках, жирах, например, да, поэтому, конечно, имеются отличия в этом плане. Ну вот, что в себя включает правильное питание? Какое-то соотношение белков, жиров, углеводов или микроорганизмов? Да, что сюда входит? Очень хороший, простой метод, как определить, да, насколько полноценный ваш рацион. Есть группы продуктов, которые должны присутствовать в каждом рационе. Ну, у каждого человека имеется в виду. Да? Это 5 порций клетчатки, то есть насчитываем примерно 1-2 порции фруктов, 3 порции овощей. Порция с кулак человека. Ага, столько съедаете или нет, вы должны посмотреть. Это в один день? Это в один день. Дальше зерновые, 3 порции, то есть, например, утром каша, в обед ужин, гарнир, условно говоря, да. И 2-3 порции белка, это примерно с ладошку без пальцев, ну, мясо, рыба, например, да, в обед и ужин. То есть такой рацион считается более-менее полноценным и сбалансированным. То есть человек может на глаз, в принципе, определить? Конечно, да? все на глаз определяем. Еще есть прекрасный метод тарелки. Берете тарелочку диаметром примерно 22 сантиметра и делите ее на визуальные, ну, такие, на части, да. Половина у нас это овощи будут, четверть белок, четверть гарнир. То есть это вот прям считается супер сбалансированной прям пищей. Действительно очень просто получается. Да. Вот обычно люди нарушают режим питания в праздничные дни, да, ну или в дни отдыха. О чем стоит помнить в такие моменты, чтобы потом не пострадать от последствий? Режим действительно очень страдает. Бывает, что вот с утра ничего не едят, и вечером как бы застолье, переедание, а потом и обострение хронических заболеваний. Да? В новогодние праздники очень часто с панкреатитами, с гастритами обращаются люди. Почему? Потому что вот нарушается режим. Что бы я рекомендовала со своей стороны? Да? Завтрак, обед обязательно по расписанию, то есть как обычный день. Едим, даже ужин можно поесть, если вы, например, поздно садитесь за стол к 12 часам, да, некоторые садятся в новогодний день. Можно и поужинать, и потом уже застолье не спеша, с удовольствием, да, наслаждаясь, не нападая на еду. Конечно, человек, который целый день ничего не ел, он будет, ну, как бы, съедать все подряд, да, даже не почувствует вкуса блюд. Поэтому, чтобы избежать этого, в течение дня необходимо есть, как в обычный день. Это прям очень важно. Ну и за новогодним столом, то есть сразу на всю пищу не нападаем, кушаем потихоньку. Да, смакуем, да, наслаждаемся. А вообще, что такое диета? Вот в целом, и так ли необходимо соблюдать диету? Диета вообще в понимании медицинском это лечение, ну, диетотерапия это вот лечение определенных заболеваний, да, с помощью питания. А в обычной жизни диета у нас как бы воспринимается вот какой-то метод снижения веса, да, скорее. Диета, ну, как сказать, они используются в частности у населения для снижения веса, и это происходит путем вот снижения калорийности суточной, да? Может достигаться любым путем. Есть, например, белковая диета, когда мы убираем все углеводы, едим только мясо и овощи, да, например. Есть низкожировая диета, когда мы ограничиваем все жирное и едим только постное, например. Конечно, вес будет снижаться на этом фоне, потому что, ну, дефицит калорий возникает. Но это вредно для здоровья.
Потому что вот, как я описала, баланс, да, этот баланс нарушается. Например, что происходит, когда мы едим мало углеводов или вообще не едим углеводов. Углеводы это у нас, ну вот крупы все, да, хлеб, макароны и так далее. Это у нас энергия, это работа головного мозга. То есть такой человек, он не может сосредоточиться, у него снижается память, да, он рассеянный, все время думает о еде, нет энергии, все время хочется спать. Ну, вот такое состояние ужасное. Конечно, на таком питании долго продержаться невозможно. Поэтому, ну, там недельку, две, кто-то месяц, да, может. И потом происходит срыв и переедание. А все потерянные килограммы, они, соответственно, возвращаются, и плюс еще сверху пары килограмм. Как правило, всегда так бывает. Это очень нежелательная схема вообще снижения веса, потому что порочный круг возникает. Диета, срыв, набор веса обратный. В долгосрочной перспективе диеты не работают. Поэтому вообще не рекомендую никому соблюдать такие, ну, ограничивающие диеты, скажем так, да. На простом, вот, обычном здоровом питании, просто сократив свои порции, можно прекрасно снижать вес. То есть достаточно сократить объем съедаемого, Да, и, в принципе, да, можно и худеть, да? убрать перекусы. Очень часто мы кусочки в течение дня. И не замечаем, в Да, принципе, тут да, печеньку что съели, съели, там да. что-то, чай попили. И не считаем это. На самом деле набирается очень много в течение дня. Вот многие увлекаются разгрузочными днями или голоданием. Каково ваше мнение об этом? Голодание лечебное, оно как бы имеет место быть. Поэтому в голод надо правильно входить, правильно из него выходить. Есть специальные центры, да, которые прям проводят голодание под контролем врачей, под контролем анализов. Если физическое здоровье человека позволяет, то есть нет там проблем, например, с желудком, да, нет диабета и так далее, там свои противопоказания. Если психологически человек готов, то можно это практиковать. Но если просто, например, сегодня переели, а завтра решили устроить разгрузочный день, это не очень хороший, скажем так, опять же, метод сбалансировки, потому что в один день вы съедаете, например, 4000 килокалорий, да, то есть переедаете, а на завтра 400, ну там выпили там, пол-литра кефира, допустим. Для организма это не очень хорошо. Для работы внутренних органов, да, для обмена веществ, если постоянно так скачки будут идти, то это неблагоприятно. А как вы вот относитесь к чередованию, например, голодания, например, по часам? Есть понятие интервальное Интервальное, голодание. да, голодание, вот Оно это тоже, если человек, например, может терпеть там год, 8 и более часов, то можно. Если, опять же, вот здоровье позволяет, то можно соблюдать такой режим питания, противопоказаний каких-то вот глобальных к этому нет. Как вы относитесь вот ко всякого рода препаратам, да, например, помогающих перевариванию пищи, которые широко рекламируются? Стоит ли их употреблять? Да, я бы сказала, очень широко рекламируется, и кажется, что без них прям прожить невозможно, да, в празднике особенно. На самом-то деле прекрасно можно. Как я уже сказала, если сильно не переедать, наши органы, наши поджелудочные, да, желчные, они прекрасно сами справляются со своей функцией и, ну, как бы переваривают еду. А есть люди, у которых уже имеется заболевание, например, панкреатит, да, ему врач назначил уже, да, ну, как бы дозировку подобрал, назначил препарат, то, соответственно, ну, по показаниям, конечно, можно. А вот скупать прям пачками вот эти ферментные препараты в предновогодние праздники я бы не рекомендовала. Ну вот, например, представим ситуацию, да, она у многих у нас случается, за новогодним столом много едим, мало двигаемся, вдруг возникла какая-то тяжесть в организме, да, мы чувствуем, какая-то лень уже начинает наступать. Как себя повести, что делать в такой ситуации, чтобы стало лучше, легче? Уже во Может быть, время подвигаться, праздника. я не знаю, да, уже во время самого праздника. Да, во время самого праздника вы очень верно подметили, что надо подвигаться. Если застолье оно долгое, то надо обязательно вставать, танцевать, общаться, да. То есть не делать из еды культ праздника. Вот смотрим на стол, и вот все наше веселье, да, весь наш праздник. Нет, общаемся, танцуем, веселимся, да. То есть каждый раз надо вот, ну, бывает же, первый стол, там второй стол, типа такого, да. Вставать, двигаться, вот, ну, только так. То есть какие-то активности, конечно, в любом случае, активности, игры, может, да, да? какие-то, да, они способствуют. Ага. Ну вот ваши Поддержать. советы вообще в целом, да, по составлению праздничного стола на Новый год и на другие праздники. Какие блюда лучше, какие нет, какие продукты Конечно, использовать? готовьте
ваши любимые блюда, да, это без этого никак. Кто-то без оливье не представляет, да, праздника, кто-то там какой-то тортик готовит и так далее. Любимые блюда обязательно готовим. Но в целом на столе должен вот прослеживаться тот баланс, который я озвучила, да. То есть салаты не должны быть все майонезные, там, сметаной, да. Должны быть салаты еще и овощные, нарезки всякие, какие-нибудь закусочки легкие. Потому что, опять же, предполагается, что мы сидим несколько часов за столом. Если блюда будут все тяжелые, соответственно, ну, мы как бы съедаем все это, да. Поэтому для того, чтобы на завтрашний день у нас не было тяжести, мы хорошо себя чувствовали, не было сильного переедания, вот разнообразие должно быть. На горячее можно рыбку или птицу запечь, например, да, это очень хороший, легко усвояемый белок. Много должно быть овощей, фруктов различных, чтобы, ну, сидя там, болтая, там, ну, съедали, да, они все такое тяжелое. Ну, самое главное не сильно заморачиваться и не готовить прям на несколько дней наперед, потому что это все-таки праздник веселья, встреча Нового года, а, как я уже сказала, не культ, да, застолья. А вот что по поводу, может быть, алкогольных напитков? Как-то стоит себя ограничивать или пить один напиток? Или вот что диетологи об этом говорят? Есть медицинские нормы. Больше 2 бокалов, например, женщинам не рекомендуется, потому что дальше уже начинается, ну, негативное действие алкоголя. Это за раз. А мужчинам больше, ну, 2 крепких напитков считается. Ну, то есть не смешивать, да, получается? Ну, смешивать можно, имеется в виду именно порция. По порции Ага, один по бокал того, один бокал того. Ну, можно и так. Можно так ага, сказать можно проще, так да? сказать. Ну вот в зимние месяцы важно сохранить здоровье, особенно когда кругом многие болеют ОРВИ, гриппом, коронавирусом. Вот ваши рекомендации по профилактике этих заболеваний, может быть, какие-то витамины стоит принимать? И в каких продуктах может быть наибольшее содержание тех или иных витаминов? Профилактика, на самом деле, вот вирусных заболеваний, она простая очень. Ее может соблюдать даже ребенок, да? Моем руки обязательно. Как только там с кем-то поздоровались или куда-то сходили, да, зашли домой, первым делом идем в ванную, ничего не трогаем, моем руки. Можно высморкаться, да, помыть лицо, ну, там, детям особенно, детишкам это важно. Перед каждым приемом, соответственно, постоянно проводить влажную уборку дома, проветривать помещение, если это возможно. И, конечно же, нужны увлажнители. Сейчас у нас период отопления, воздух очень сухой. А когда воздух сухой, у нас пересыхают слизистые. Нос, рот, да. Когда они пересыхают, они, ну, не до конца выполняют свои защитные функции. Поэтому вирусы легко могут присоединяться, да, и человек легко заболевает. Чтобы этого избежать, надо их постоянно держать увлажненными. Можно, например, использовать морскую воду. Бывают же спреи такие. Можно прям вот использовать постоянно такие спреи. И, конечно, вот увлажненный воздух, особенно в спальне, когда вы ночью спите, он должен быть прям влажный и прохладный. Влажность примерно 50% должна поддерживаться. Температура воздуха не выше 24 рекомендована. А вот что насчет водного баланса в организме, да, например, стоит ли его соблюдать? И, насколько известно, очень часто рекомендуют, да, пить больше жидкости. Кто-то говорит и по 4 литра в день пить, там, например, да, вот полезно ли это, идет на пользу? Или все-таки не стоит какие-то нормы? И что лучше пить? Воду, чай, какие напитки? Хорошо. Нормы определенные есть, но они очень условные. 30-40 миллилитров на килограмм веса человека. Ну, то есть возьмем, да, девушку 50 килограмм, сколько получается? 1,5 литра, да, средней воды. Но это может быть, она набирает, часть вот жидкости набирает водой, часть набирает какими-то соками, напитками, да, то есть это в сумме считается. Конечно, чистая вода предпочтительнее любого напитка, потому что, ну, вода — основа жизни, да, основа всех физиологических процессов у нас в организме. Но если любите чай, допустим, то 2-3 чашки, да, чая в день спокойно можно. В большом объеме и очень крепкий чай, он может уже негативно влиять. Да, например, может крепить и способствовать, ну, нарушает, да, перистальтику кишечника, например. То есть все в меру должно быть. Вот про иммунитет продолжим, да, как профилактика вирусных инфекций. Вот увлажненный воздух, я сказала, полноценное питание, это понятно, да, потому что преимущественно все витамины, минералы мы получаем из питания. Должны быть обязательно зеленые овощи, зелень, фрукты, чтобы мы получали витамин С, например, да, витамины группы В. Должны быть белковые продукты, мясо.
и крупы бобовые различные, да. Если мы будем постоянно так питаться, то, соответственно, иммунитет будет хороший. Что касательно витаминов, то круглогодично всем людям необходимо принимать витамин D. Профилактическая дозировка взрослого человека где-то 2000 международных единиц. В аптеке любой продается. Есть капли, есть капсулы, там уже на усмотрение или по назначению врача. Ага, каждый день каждый человек должен пить такой витамин D. Ну что ж, Лен, большое спасибо за такие советы. Особенно они актуальны всем нам в новогодние праздники. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Ну и желаем успехов и достижения всех целей в новом году. Благодарю. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.